«Хватит жрать, жирная свинья». Эти слова, брошенные ледяным шепотом, вылетели изо рта моего зятя в тот самый миг, когда моя дочь Даша заносила нож над белоснежным свадебным тортом. Более 200 гостей, затаив дыхание, видели лишь улыбающегося жениха, который нежно обнимал свою красавицу-невесту. Но я один видел, как застыла улыбка на лице моего ребенка и как дрогнула ее рука, державшая нож с серебряной ручкой. Весь мир для меня в этот момент сузился до этой дрогнувшей руки и ее глаз, в которых на одну секунду отразился вселенский ужас. Меня зовут Михаил Петрович Романов, мне 71 год. Я простой человек, бывший автомеханик, почти всю жизнь отпахавший на нашем самарском автозаводе. Вдовец вот уже 3 года, отец 3 детей. Но Дашенька, моя младшенькая, она всегда была моим солнышком, моим самым дорогим сокровищем. И в тот проклятый день в банкетном зале усадьбы на берегу Великой Волги я увидел, как это солнышко пытаются погасить, как на него плюют грязью, пока все вокруг аплодируют. Так что послушайте эту историю до конца, если у вас хватит духа. А потом скажите мне, поступили бы вы так же, как я, или проглотили бы это унижение, будто ничего не случилось? Расскажите, из какого города вы меня слушаете. А я пока налью себе чаю и начну с самого начала. Я сидел за главным столом. С одной стороны, моя старшая сестра Татьяна со своей семьей, с другой — родители Романа. Люди нарядные, надушенные, с улыбками, будто приклеенными дорогим клеем. Я был в своем единственном приличном сером костюме, том самом, в котором 3 года назад хоронил свою Розу. До сих пор кажется, что лацканы пахнут ладаном и больницей. Свадьба до того момента была как из сказки. Дашенька в своем белоснежном платье, похожая на ангела, плакала от счастья, когда я сказал ей, что она — вылитая мать в молодости. Трогательная церемония в ЗАГСе, клятвы, первый танец. Все было идеально, словно в кино, за которое заплачено слишком дорогой ценой. Я вложил в этот праздник каждый рубль, что у меня был. Продал свою старенькую ГАЗ-21 «Волгу», которую реставрировал последние лет 10. Эта машина была моим проектом, моей отдушиной, моим сокровищем после смерти жены. Но это же моя дочь, и если она хочет замуж, она выйдет достойно. Роман Вольский, 35 лет. Менеджер по продажам в какой-то модной IT-компании. Вечно идеально причесанный, в отглаженных рубашках и начищенных до блеска туфлях. Тот тип людей, что говорят красиво и смотрят прямо в глаза, когда пожимают тебе руку. Но ты чувствуешь за этим взглядом холодный расчет. Даша познакомилась с ним 2 года назад на какой-то учительской конференции. Он там выступал с докладом о технологиях в образовании или что-то в этом роде. А она — учительница младших классов. Самая добрая душа на свете. Влюбилась быстро, слишком быстро. Помню, как она привела его знакомиться. Он вошел в мою скромную квартиру, пропахшую машинным маслом и пирогами, которые Даша пекла по выходным. Огляделся с вежливым любопытством, будто попал в музей советской эпохи. Пожал мне руку своей мягкой ухоженной ладонью. «Очень приятно, Роман», — сказал он. Я сжал его руку своей, загрубевшей от гаечных ключей и железа, и посмотрел ему в глаза. «Михаил Петрович, дочь мою береги, Роман. Она у меня одна, такая».
Он ответил своей безупречной, отрепетированной улыбкой. «Конечно, Михаил Петрович, Даша — это лучшее, что случилось в моей жизни». Слова красивые, всегда красивые слова. Их роман был, наверное, нормальным. Я видел их по воскресеньям, когда они приезжали ко мне на обед. Роман помогал накрывать на стол, галантно отодвигал для Даши стул, спрашивал о моем давлении, приносил цветы. Зять — картинка. Даша светилась от счастья. Она порхала по квартире, смеялась, строила планы. А разве не это главное для отца? Видеть своего ребенка счастливым. Я гнал от себя едва уловимые сомнения, списывая их на старческую ворчливость. Мне не нравилась его идеальность. Его снисходительный тон, когда он говорил о ее работе, его шуточки, от которых Даша смущенно смеялась, а мне хотелось нахмуриться. Но я молчал. Я ведь уже старый, отстал от жизни. Что я понимаю в современных отношениях? И вот наступила свадьба. Этот день. И то, что я услышал, разрезало воздух и мою душу пополам. Оно показало мне, что все это время я был не просто стар, а слеп. Катастрофически слеп. Утро свадебного дня было похоже на ураган. Я забрал Дашу из ее маленькой квартирки, чтобы отвезти в салон красоты. Она была так взбудоражена, так нервничала, что говорила без умолку, перескакивая с цветочных композиций на меню, с музыки на рассадку гостей. А я просто слушал и вел машину, стараясь не выдать собственного волнения. Я не мастер говорить красивые слова. Моя любовь всегда была в делах, а не в речах. «Пап, ты счастлив?» Вдруг спросила она меня на светофоре. Я повернулся и посмотрел на нее. Глаза блестят, как два бриллианта, на щеках румянец, вся светится изнутри. «Если ты счастлива, дочка, то и я счастлив», — ответил я. И это была чистая правда. Или, по крайней мере, я так думал в тот момент. Церемония в ЗАГСе началась в 5 вечера. Я вел ее под руку по длинному ковру, мимо рядов гостей. Даша крепко сжимала мой локоть, и я чувствовал, как дрожит ее рука. «Тише, тише, все будет хорошо», — прошептал я. У алтаря, или как это место теперь называют, стоял Роман. Черный костюм, серая бабочка, широкая улыбка. Я передал ему руку своей дочери, он взял ее, и я отошел на свое место. Короткая речь регистраторши, клятвы, обмен кольцами, поцелуй. Гости взорвались аплодисментами, Даша плакала от счастья. Все было как у людей. Все было правильно. А потом начался банкет. Сначала играл струнный квартет, потом тамада с дурацкими конкурсами, потом диджей врубил свою современную музыку. Люди танцевали, ели, пили, кричали горько. Я почти все время просидел за своим столом. Не люблю я эти танцы-шманцы. Пил водку, закусывал осетриной и наблюдал. Наблюдал, как Роман с неуемной энергией носится по залу, обнимает друзей, громко смеется, вскидывает бокал. Центр вселенной всегда в центре внимания. Наблюдал, как Даша порхает между столами, благодарит гостей. Она выглядела уставшей, но счастливой, сияющей, как говорят. Прошел час, другой, третий.
Настало время торта. Все столпились вокруг главного стола, где возвышался этот гигантский трехъярусный монстр, украшенный сахарными розами, белый с золотом. Даша мечтала о таком торте несколько месяцев. Погасили свет, вывезли торт с зажженными фейерверками. Гости запели какую-то слащавую песню. Даша и Роман встали перед тортом, рука в руке. Она держала нож, он положил свою руку поверх ее. Улыбки, вспышки камер, десятки телефонов, снимающих это мгновение. И вот тогда Роман наклонился к Даше, якобы чтобы прошептать что-то нежное, интимное, что-то, что предназначено только для них двоих. «Хватит жрать, жирная свинья!» Он сказал это тихо. Но я сидел меньше, чем в 3 метрах, и слышал каждое слово. Я видел, как застыла ее улыбка, видел, как расширились ее глаза, видел, как она сглотнула, будто проглотила ком стекла. Видел, как задрожали ее руки, сжимавшие нож. Но она разрезала торт. С дрожащими руками и блестящими от непролитых слез глазами она разрезала этот проклятый торт. Она улыбалась в камеры и позволила Роману вложить ей в рот кусок бисквита. А потом взяла другой кусок и поднесла к его губам. И все захлопали, все, кроме меня. Я сидел в своем кресле, сжимая в руке наполовину пустую рюмку водки, и смотрел на свою дочь. Смотрел, как она давится этим сладким куском, будто вместе с ним проглатывает и рыдания. И в этот момент что-то внутри меня сломалось. Нет, это была не вспышка гнева, не желание вскочить и разбить ему лицо. Это было что-то холодное, как остывающий после перегрузки двигатель. Все вдруг стало ясным. Все стало на свои места. Я медленно встал из-за стола. Никто не обратил на меня внимания. Все были поглощены тортом, фотографиями, смехом. Я пошел в сторону туалета. Мне нужно было мгновение. Мне нужно было подумать. Внутри, под гул вытяжки, я плеснул себе в лицо ледяной водой, посмотрел в зеркало. На меня смотрел старик. 71 год, глубокие морщины, руки в вечных, въевшихся в кожу пятнах от масла. Старик, который только что стал свидетелем того, чего не должен был видеть. А может, наоборот. Может, я увидел то, что должен был заметить давным-давно. Я вышел из туалета. Праздник гремел, музыка била по ушам, пьяные гости отплясывали под незамысловатый мотив. Я же стоял у двери, как чужой, и смотрел на эту ярмарку тщеславия. Смотрел на Романа, который уже без пиджака и с ослабленным галстуком что-то весело рассказывал своим друзьям. Смотрел на Дашу, которая незаметно утирала глаза, стоя в кругу подруг, и заставляла себя улыбаться. И я принял решение. Я не промолчу. Я стоял так, не знаю сколько. Время остановилось. Я смотрел на этот праздник со стороны, будто на фильм с заранее известным плохим концом, который никто из зрителей еще не разгадал. Музыка гремела, а в моей голове набатом стучали 2 слова. «Жирная свинья». Моя дочь. Моя Дашенька.
Девочка, которая в детстве ждала меня у ворот гаража со стаканом свежевыжатого морковного сока, которая обнимала меня своими маленькими, вечно испачканными в земле ручонками, потому что обожала возиться в саду, которая рыдала в голос, когда я, чиня очередной карбюратор, срывал кожу на костяшках пальцев, потому что думала, что я умираю. Эта девочка теперь стала женщиной. 32 года, учитель, профессионал, со своей квартирой, машиной, жизнью. Но в тот миг у этого проклятого торта с дрожащими губами и слезами, которые она пыталась скрыть, она снова стала моим ребенком. А я не смог ее защитить. Я вернулся за свой стол. Сестра Татьяна посмотрела на меня с тревогой. «Миша, с тобой все в порядке?» «Да», — соврал я. «Просто в туалет ходил». Она кивнула и продолжила болтать со своим мужем. Я налил себе еще водки. Не потому что хотел напиться, мне нужно было чем-то занять руки. Чем-то, что удержало бы меня на этом стуле. Потому что если бы я сейчас встал и пошел в сторону Романа, я не ручался бы за себя. Прошло, может, полчаса. Праздник шел своим чередом. Тамада затеяла эти дурацкие свадебные игры, бросание букета, снятие подвязки, смех, визги. Даша участвовала, улыбалась, играла свою роль. Потому что моя дочь всегда такой была. Играла. Будто все хорошо. Заботилась о том, чтобы другие были довольны. Проглатывала свои чувства. С каких пор она стала такой, этот вопрос засел у меня в голове. Я стал вспоминать последние 2 года. Их роман, воскресные обеды, праздники. И вдруг начал видеть то, чего не замечал раньше. Или точнее, видел, но не хотел придавать значения, как в тот Новый год, месяцев 8 назад. Даша привезла блины, которые сама напекла. Объедение. Все ели, нахваливали, Роман тоже. Но когда Даша потянулась за вторым блином, он что-то ей сказал. Я не расслышал, что именно, но видел, как она тут же отдернула руку и больше к еде в тот вечер не притронулась. Или тот апрельский день. Даша приехала в новом синем платье. Ей очень шло. Я так и сказал: «Красавица ты у меня, дочка». Она засияла. А Роман дышь бросил: «Не слишком ли в обтяжку?» И Даша весь оставшийся вечер одергивала это платье, будто хотела в нем спрятаться. Или тот вечер у меня на даче. Я был в доме, а они в саду. Думали, я не вижу. Роман что-то говорил, жестикулировал, а Даша стояла перед ним с опущенной головой, как нашкодившая школьница. Когда они вошли в дом, у нее были красные глаза. «Что случилось?» — спросил я. «Ничего, пап, аллергия на цветение», — ответила она. Аллергия. Какой же я был идиот. Все эти знаки, все эти звоночки, а я ничего не сделал. Не спросил, не настоял. Думал, это их личное дело, не надо лезть. Думал, Даша взрослая, сама разберется. Но там, на этой свадьбе, с привкусом водки во рту и образом плачущей дочери перед ложами, я понял одну простую вещь. Отец никогда не перестает быть отцом. Неважно, сколько твоим детям лет, 30, 40 или 50.
Если ты видишь, что они страдают, ты должен что-то сделать. И я собирался. Но что? Встать посреди зала и врезать Роману? Схватить Дашу за руку и увести ее отсюда? Сказать ей, что этот брак — ошибка? Слишком поздно. Они уже расписались. Он уже ее муж официально. Я чувствовал такое же бессилие, как когда моя Роза лежала в больнице, и врачи говорили, что больше ничего не могут сделать. То же самое чувство связанных рук. И тут я увидел свою племянницу, Галю. Она сидела одна за дальним столиком, уткнувшись в телефон, и на лице у нее было странное выражение, тревожное, испуганное. Галя — дочь моей сестры Татьяны. Ей 28 лет, работает в какой-то рекламной конторе. Умница, красавица. С Дашей они всегда были близки, скорее как сестры, чем как кузины. Но в этот вечер Галя была не в своей тарелке. Не танцевала, почти не ела. И каждый раз, когда ее взгляд случайно падал на Романа, она тут же его отводила. Я поднялся и направился к ее столу. Она вздрогнула, когда я подошел, и быстро спрятала телефон. «Дядя Миша», — сказала она с натянутой улыбкой, — «как вы?» «Я-то хорошо», — ответил я, садясь рядом без приглашения. «Вот ты какая-то сама не своя». «Я знаю это выражение лица. Твоя мать также на меня смотрела, когда в молодости от меня что-то скрывала». «Что случилось, Галя?» Она сглотнула, перевела взгляд на Дашу, потом снова на меня. «Ничего, дядь Миш, все в порядке. Не ври мне». Мой голос прозвучал жестче, чем я хотел, но это сработало. Галя побледнела. «Дядя, Говори». Она огляделась, проверяя, не слушает ли нас кто, потом наклонилась ко мне и прошептала: «Я не могу здесь говорить. Это касается Романа». Она замолчала, но ее взгляд, полный ужаса, сказал мне все. «Галя», — настоял я, — «если ты что-то знаешь, ты должна сказать мне. Прямо сейчас». Она закрыла глаза, глубоко вздохнула. Когда она их открыла, они были полны слез. «Дядя, он мне писал месяц назад». Кровь застыла у меня в жилах. «Как это писал?» Сначала во ВКонтакте, потом в WhatsApp. «Что за сообщение?» Она смахнула слезу, покатившуюся по щеке. Такие сообщения, которые жених не должен писать сестре своей невесты. Она не закончила фразу. Ей и не нужно было. Я все понял. «Даша знает?» — спросил я. Она быстро замотала головой. «Нет, я не сказала. Не хотела портить ей свадьбу. Я не знала, что делать, дядь Миш. Я думала, может, он перебесится после свадьбы, успокоится. Думала, это просто предсвадебный мандраж. Но сегодня я слышала, как он назвал Дашу, когда они резали торт. И ты слышала?» Она кивнула. «Слышала». Мы замолчали. Вокруг гремел праздник, смех, музыка. А мы сидели вдвоем, и между нами лежала эта страшная тайна, тяжелая, как могильный камень. «У тебя остались сообщения?» — спросил я. Она помедлила, потом медленно кивнула. «Остались». «Покажи». Галя посмотрела на меня испуганно. «Дядя, что вы собираетесь делать?» Я не ответил. Я и сам еще не знал. Но что-то, какая-то идея, страшная и ясная, уже начала формироваться в моей голове. Способ восстановить справедливость. Галя дрожащими руками достала свой телефон, разблокировала его и молча протянула мне. Я взял этот холодный стеклянный прямоугольник и уставился на экран. WhatsApp. Разговор с абонентом. Роман Вольский. Вверху его самодовольная физиономия на аватарке.
Я начал читать. Первое сообщение было 5 недель назад, в среду, в 11 вечера. «Привет, Галюнь. Не спишь?» Просто невинно. Ответ Гали был вежливым. «Привет, Рома». «Нет». «Что-то случилось?» «Да нет. Просто о тебе подумал». Я пролистал ниже. Сообщения становились все более личными, более наглыми, более омерзительными. «Я всегда считал, что ты очень красивая. Честно говоря, даже красивее Даши. Мне нравится, как ты одеваешься. То красное платье в воскресенье. Я не мог отвести от тебя глаз. А ты когда-нибудь думала обо мне? Нам надо как-нибудь встретиться. Вдвоем, чтобы никто не знал». Я почувствовал, как сжались мои челюсти. Я листал дальше. Ответы Гали были короткими, неловкими. Она пыталась держать дистанцию. «Рома, ты жених моей сестры. Это неправильно. Пожалуйста, прекрати». Но он не прекращал. Он продолжал и продолжал, становясь все наглее, предлагая вещи, которые я не хочу здесь повторять. Вещи, от которых мне захотелось встать, подойти и разбить ему лицо прямо там, на глазах у всех. Галя осторожно забрала у меня телефон. «Там еще около 30 сообщений», — сказала она дрожащим голосом. Все в таком духе. Я перестала ему отвечать 2 недели назад, заблокировала, но он написал с другого номера, настаивал. «Почему ты не сказала Даше?» — спросил я, пытаясь унять дрожь в голосе. «Почему?» Я не хотела делать ей больно, дядь Миша. Она была так счастлива, так поглощена подготовкой к свадьбе. Я думала, если я буду его игнорировать, он отстанет. Я не знала, что делать. Я понял ее. Гале всего 28. Носить в себе такую тайну, которая могла разрушить счастье ее любимой сестры, это было ужасно. «Это не твоя вина», — сказал я. «Ни в чем». Она вытерла слезы тыльной стороной ладони. «Что мы будем делать, дядя?» Этот вопрос повис в воздухе. Музыка играла, гости веселились, а у нас в руках была бомба с часовым механизмом. Я посмотрел на Дашу. Она танцевала с какой-то подругой и улыбалась, но глаза ее были пустыми. Маска. Она надела маску, чтобы дожить этот вечер. Я посмотрел на Романа. Он стоял у бара, смеялся, принимал поздравления. Душа компании. Палач. «Нужно подумать», — сказал я Гале. «Дай мне минуту». Я встал и вышел из зала на веранду. Прохладный волжский воздух ударил в лицо. Стало легче дышать. Я достал из кармана пачку сигарет. Бросил курить 2 года назад, после смерти Розы. Но в эту ночь, в эту проклятую ночь, мне нужна была сигарета. Я затянулся, и горький дым обжег легкие. Это помогло сконцентрироваться. Что делать? Вариант первый. Подойти к Даше прямо сейчас, показать ей сообщение, разоблачить этого ублюдка. Но это убьет ее. Ее свадьба, ее мечта, ее день, растоптанный на глазах у всех. Роман заслуживал публичного позора, но Даша не заслуживала второго унижения за 1 вечер. Вариант второй. Подождать. Поговорить с ней завтра, послезавтра, после их медового месяца. Но мысль о том, что я позволю ей уехать с этим человеком, начать с ним жизнь, делить с ним постель... Нет, это было бы предательством. Оставить ее с человеком, который пишет ее сестре, с человеком, который называет ее жирной свиньей, с человеком, который ее не стоит, не уважает, не любит. Или был третий вариант. Я докурил сигарету, и в моей голове сложился план. Безумный, возможно. Глупый, может быть, но единственно верный в тот момент. Роман Вольский хотел играть.
Хотел быть идеальным женихом на публике и тираном в частной жизни. Хотел унижать мою дочь и подкатывать к ее сестре. Хотел все и сразу, без последствий. Что ж, я дам ему последствия. Но не сейчас. Еще не время. Я же топтал окурок, поправил костюм и вернулся в зал. Шумная, пьяная вечеринка была в самом разгаре. Даша танцевала на танцполе со своими подругами. Роман по-прежнему был у бара. Я нашел глазами Галю. Она сидела за своим столом, бледная, и смотрела на меня с надеждой и страхом. Я подошел к ней. «Слушай меня внимательно», — сказал я тихо. «Мне нужна от тебя услуга. Что угодно, дядя Миша. Перешли мне все эти сообщения. Все скриншоты. Прямо сейчас на мой телефон». Она посмотрела на меня с недоумением. «Зачем? Не могу сейчас объяснить. Просто доверься мне, сможешь?» Галя помедлила секунду, потом решительно кивнула. Достала телефон, и ее пальцы забегали по экрану. Мой старенький смартфон в кармане пиджака завибрировал. Раз, два, три, четыре. Он вибрировал, не переставая. «Готово», — сказала она. Я отправила скриншоты всего чата. Там видно его аватарку, номер, все. Отлично. Я достал свой телефон. Открыл WhatsApp. 17 изображений. 17 доказательств его подлости. Слова, намеки, предложения. Все было там. Я убрал телефон обратно в карман. «Что вы будете делать?» — снова спросила Галя, и в ее голосе было еще больше страха. «То, что должен был сделать с самого начала», — ответил я. «Защищать свою дочь». Я встал, Галя схватила меня за руку. «Дядя, пожалуйста, не делайте ничего, о чем пожалеете». Я посмотрел ей в глаза, такие же честные и добрые, как у ее матери, моей сестры. Единственное, о чем я жалею, Галочка, это то, что позволил всему этому зайти так далеко. Я осторожно высвободил свою руку и пошел к своему столу. Сердце колотилось, как сумасшедшее, ладони вспотели. Но в голове была ледяная ясность. Я сел, налил себе еще водки, выпил залпом и стал ждать. Ждать момента для тоста. Потому что на русской свадьбе тост — это святое. Это момент, когда отец невесты говорит красивые слова, желает счастья молодым, и все поднимают бокалы за их будущее. И я собирался произнести тост. О, да! Я собирался произнести такой тост, который никто на этой свадьбе не забудет никогда. Прошло еще минут 40. Я сидел неподвижно, как изваяние, и ждал. Водка уже не имела вкуса. Я просто механически подносил рюмку ко рту. И вот я увидел, как тамада подошел к диджею. Они о чем-то пошептались. Диджей кивнул. Музыка стала тише. Тамада взял микрофон. «Дорогие друзья!» — разнесся по залу его зычный голос. «А сейчас настал самый трогательный момент нашего вечера. Я хочу пригласить к микрофону отца нашей прекрасной невесты, Михаила Петровича Романова». Зал взорвался аплодисментами. Даша нашла меня взглядом и улыбнулась. Усталой улыбкой, за которой пряталась боль. Роман тоже посмотрел на меня, и в его глазах я прочел снисходительное: «Ну давай, тесть, толкай свою слезливую речь». Я медленно встал, подошел к тамаде, взял у него из рук микрофон, тяжелый, холодный. Тишина 200 человек, которые ждали от меня слов. И я с телефоном в кармане пиджака, в котором хранилась правда. «Добрый вечер», — сказал я. Мой голос прозвучал на удивление твердо. «Спасибо всем, что пришли разделить с нами этот особенный день». Я сделал паузу,
удохнул. Сейчас или никогда. Я хочу начать с благодарности всем вам за то, что вы пришли поддержать мою дочь Дашу в этот день. Люди улыбались, некоторые уже поднимали бокалы, ждали традиционных слов благословений. «Даша», — продолжил я, глядя прямо на нее, — «ты — самое дорогое, что есть в моей жизни. С того самого дня, как я впервые взял тебя на руки в роддоме, ты была такой крошечной, что помещалась в моих ладонях». Даша смахнула слезу, улыбнулась, гости издали умиленный вздох. «Я видел, как ты растешь», — продолжал я, — «как превратилась в прекрасную женщину, умную, добрую, слишком добрую. Иногда...» Я сделал паузу, посмотрел на Романа, он все еще улыбался. Расслабленно, самодовольно, он не знал, что его ждет. «И как отец, — сказал я медленно, — моей главной задачей всегда было защищать тебя, уберечь от любого зла». Атмосфера в зале начала меняться. Люди переглядывались. Что-то в моем тоне, в моих словах их насторожило. «Но сегодня, — продолжил я, — сегодня я понял, что потерпел неудачу». Даша нахмурилась, не понимая. «Я потерпел неудачу, потому что пропустил то, что не должен был пропускать. Потому что доверился тому, кто не заслуживал моего доверия». Я вытащил из кармана телефон, разблокировал его, открыл галерею со скриншотами. Потому что человек, за которого только что вышла замуж моя дочь, мой голос стал стальным, не тот, за кого себя выдает. В зале повисла тяжелая, вязкая тишина. Роман перестал улыбаться. Его лицо стало белым, как скатерть. 5 недель назад, — продолжил я, — Роман Вольский начал писать сообщение моей племяннице Галине. Сообщение, которое не имеет ничего общего с поведением верного и любящего жениха, каким его все здесь считают. По залу пронесся гул. Даша медленно встала, будто не веря своим ушам. «Папа», — прошептала она дрожащим голосом, — «что ты говоришь?» Я не ответил ей. Вместо этого я поднял телефон, чтобы все видели экран, хоть никто и не мог ничего прочитать издалека. «Он писал моей племяннице», — зачитал я вслух первое, что попалось на глаза, «что она красивее моей дочери, что ему нравится, как она одевается, что он хочет встретиться с ней наедине, чтобы никто не знал». «Это ложь!» — закричал Роман, вскакивая на ноги. Этот старик сошел с ума. Я проигнорировал его. Он отправил ей 30 сообщений. 30 в течение 5 недель. Настаивал, предлагал такое, что я не буду здесь повторять, потому что в зале дети. Но у меня все сохранено. Все. Галя рыдала за своим столом, закрыв лицо руками. Моя сестра Татьяна обнимала ее, ничего не понимая. «А сегодня...» — я повысил голос. «Сегодня, в тот момент, когда моя дочь разрезала свой свадебный торт, этот человек имел наглость назвать ее жирной свиньей». По залу пронесся коллективный вздох ужаса. Даша прижала руки к рту. Ее подруги вскочили и подбежали к ней. Роман, красный от ярости, кричал: «Это неправда! Даша, милая, не верь ему! Твой отец все это выдумал, потому что я ему никогда не нравился!» «Хочешь, я прочитаю сообщение целиком?» — спросил я, глядя ему прямо в глаза. «Хочешь, чтобы все здесь услышали, что ты предлагал Гале?»
Роман бросился ко мне, сжав кулаки. Я думал, он меня ударит. Но мой старший сын Даниил стал между нами. Он схватил Романа за руку. «Не подходи к нему», — сказал Даниил твердо. «Отпусти. Этот старый маразматик рушит мою свадьбу своей ложью». «Ложью?» — сказал я. «Галя, иди сюда». Моя племянница, вся в слезах, дрожа, поднялась и подошла ко мне. «Расскажи им», — сказал я ей мягко. «Расскажи им правду». Галя посмотрела на Дашу, потом на Романа, потом на сотни глаз, устремленных на нее. «Это правда», — сказала она. Ее голос дрожал, но звучал ясно. «Роман писал мне много. Я не знала, что делать. Я не хотела портить свадьбу, не хотела делать больно Даше, но это правда. Все, что сказал дядя, правда». «Вы врете!» — закричал Роман. «Вы обе врете! Вы сговорились, чтобы уничтожить меня!» «Тогда объясни вот это», — сказал я. И подошел к Даше. Я вложил ей в руки свой телефон. «Читай. Читай сообщение. И сама реши, ложь это или нет». Даша взяла телефон дрожащими руками. Ее глаза забегали по экрану. Ее дыхание стало частым, прерывистым. Слезы покатились по щекам. «Нет», — шептала она. «Нет, нет, нет. Даша, любимая, дай мне объяснить». Роман попытался подойти к ней, но она отшатнулась. «Не трогай меня!» Ее голос был едва слышен. «Не трогай!» Она продолжала читать, перелистывая скриншоты. Ее лицо менялось от горя к неверию, от неверия к ярости. Когда она закончила, она подняла на Романа глаза, и в этом взгляде я увидел то, чего никогда не видел в своей дочери. Чистую, ледяную ненависть. «Это правда?» — спросила она. «Ты писал это моей сестре?» «Даша, это была ошибка». «Отвечай!» — закричала она. Впервые в жизни моя дочь закричала. «Да или нет?» Роман, загнанный в угол, провел руками по волосам. Выхода не было. «Да», — наконец признал он. «Да, я писал. Но это ничего не значило, это была просто глупость. Я люблю тебя, ты моя жена». «А то, что ты сказал мне у торта?» — спросила Даша. «Это тоже была глупость?» Роман молчал, пойманный в ловушку. «Говори», — настаивала Даша, подходя к нему вплотную. «Скажи это. Скажи то, что ты мне сказал. Скажи это перед всеми». Я сказал, чтобы ты не ела так много. Лжец! Трус! Даша сорвала с головы фату, а потом кольцо. Обручальное кольцо, которое он надел ей на палец всего несколько часов назад. Она швырнула кольцо в него. Она ударила его в грудь и со звоном упала на пол. «Это», — сказала Даша. Ее голос был сломлен, но тверд. «Конец. Конец, даже не начавшись». «Что?» «Нет, Даша, мы можем поговорить, мы все уладим. Нам нечего улаживать. Я вышла замуж за человека, которого не существует. За ложь. Но я не собираюсь жить с этой ложью». Она повернулась ко мне, подошла, крепко обняла, как в детстве, и разрыдалась. Зарыдала так, как не рыдала много лет, выплакивая всю боль, все унижения, все, что она так долго держала в себе. Я обнял ее, гладил по волосам и через ее плечо смотрел на Романа.
Он стоял посреди зала в своем идеальном костюме, совершенно раздавленный. Гости смотрели на него с отвращением и презрением. Его собственные друзья отводили глаза. Его мать плакала за столом, отец был багровым от стыда. «Убирайся», — сказал я ему. «Убирайся отсюда, пока я не сделал то, о чем действительно пожалею». Роман посмотрел на меня с ненавистью, но ничего не сказал. Поднял с пола кольцо, сунул в карман и пошел к выходу. Один. Без жены, без семьи, без чести. Праздник был окончен. Но моя дочь была спасена. И это было единственное, что имело значение. Гости начали расходиться. Тихо, почти на цыпочках, как уходят с похорон. Никто не знал, что сказать. Некоторые мужчины, проходя мимо, молча хлопали меня по плечу. Другие просто опускали глаза. Родители Романа исчезли одними из первых. Мать, рыдая, семенила к выходу, а отец, красный от стыда, тащил ее за руку, не оборачиваясь. Даша все еще была в моих объятиях. Ее плечи вздрагивали от рыданий. Ее белое платье смялось, макияж потек, сложная прическа растрепалась. Она больше не была похожа на невесту из сказки. Она была похожа на сломанную девочку. «Прости меня, дочка», — прошептал я ей в волосы. «Прости, что я разрушил твою свадьбу». Она отрицательно покачала головой, не отрываясь от моего плеча. «Ты ничего не разрушил, пап. Ты меня спас». Ее подруги Света, Марина и Лена подошли ближе. 3 учительницы, ее верные соратницы со времен университета. «Дашенька», — мягко сказала Света, — «может, мы останемся с тобой?» Даша отстранилась от меня, вытерла лицо ладонями, глубоко вздохнула. «Да», — сказала она, — «пожалуйста». Девушки окружили ее, обняли, создавая живой щит. И я отошел в сторону, потому что есть раны, которые отец не может залечить. Есть боль, которую могут понять только подруги. Мой сын Даниил подошел ко мне. «Ты все сделал правильно, батя», — сказал он. «Этот козел заслужил». «Я не знаю, правильно ли я сделал, сынок», — ответил я. Я просто не мог больше молчать. Моя сестра Татьяна подошла вместе с Галей. У племянницы глаза были красные и опухшие от слез. «Дядя Миша», — прошептала Галя, — «я должна была сказать раньше. Я должна была». «Нет», — прервал я ее, — «ты ни в чем не виновата. Виноват только он, Роман, и никто другой». Татьяна обняла свою дочь, а потом посмотрела на меня, и в ее глазах тоже стояли слезы. «Спасибо, брат», — сказала она. «Спасибо, что у тебя хватило духу сделать то, на что никто другой не решился». Я не знал, что ответить. Просто кивнул. Ко мне подошел управляющий рестораном, молодой парень в черном костюме с растерянным лицом. «Михаил Петрович», — сказал он нервно, — «что нам делать со всем этим? Еда, зал, музыка». Я огляделся. Столы ломились от еды. Трехъярусный торт, разрезанный пополам, одиноко стоял на своем постаменте. Праздничные гирлянды все еще горели. Все было готово для праздника, который уже никогда не состоится. «Я за все заплатил», — сказал я. «Так что делайте, что хотите. Раздайте еду персоналу. Выключите свет, мне все равно». Парень кивнул и быстро ретировался. Я опустился на стул. Внезапно навалилась страшная усталость. Я почувствовал себя старым.
очень старым, будто из меня высосали всю энергию. Руки дрожали. Не то от водки, не то от адреналина, не то от всего вместе. Даша подошла и села рядом. Ее подруги остались стоять в нескольких шагах, давая нам поговорить. «Как ты узнал?» — спросила она тихо. «Про Галю?» «Я видел, что с ней что-то не так весь вечер», — ответил я. «А после того, что он сказал тебе у торта, я подошел к ней. Она все и рассказала». Даша молчала, глядя на свои руки. На пальце, где еще несколько часов назад было кольцо, теперь белела полоска незагорелой кожи. «Я знала», — вдруг сказала она. Я удивленно посмотрел на нее. «Что?» «Не про Галю», — быстро уточнила она. «Но я знала, что что-то не так. Эти его комментарии, взгляды, то, как он разговаривал со мной, когда мы были одни, я знала, пап. Но я не хотела видеть. Почему ты мне ничего не сказала?» Она пожала плечами. Слеза скатилась по щеке. «Боялась? Боялась, что ты скажешь мне бросить его, а я не хотела оставаться одна. Мне 32 года. Все мои подруги замужем, у них дети, а я думала... Я думала, что это мой последний шанс, что если я упущу Романа, меня больше никто не полюбит». Эти слова раскололи мое сердце надвое. «Дашенька», — сказал я, беря ее за руку, — «посмотри на меня». Она подняла на меня свои карие, полные боли глаза. «Ты стоишь больше любого мужчины, больше 100 таких, как он. И если кто-то этого не видит, если кто-то не обращается с тобой как с сокровищем, значит, он тебя не заслуживает. Ты меня слышишь?» Она кивнула, но продолжала плакать. «Я чувствую себя такой дурой», — прошептала она, — «такой идиоткой. Как я могла не замечать? Как я могла позволить ему так с собой обращаться?» «Потому что ты хороший человек, дочка. Потому что ты видишь в людях лучшее, и это не глупость, это человечность. Но что мне теперь делать? Я же теперь замужем за ним по закону. И все эти люди, все видели, что случилось. Все будут говорить». «Пусть говорят», — прервал я ее. «Пусть говорят, что хотят. Ты не сделала ничего плохого. Тот, кто выставил себя последним подонком, это он, а не ты». Даша вытерла лицо тыльной стороной ладони. Глубоко вздохнула. «Завтра я пойду к юристу», — сказала она. «Я аннулирую этот брак. Я не знаю, как это делается, но я сделаю. Я не останусь замужем за этим человеком ни одного дня». «Я помогу тебе», — сказал я. «Чем нужно? Деньги, адвокаты, что угодно». «Ты и так слишком много потратил на эту свадьбу», — сказала она с грустной улыбкой. «На свадьбу, которая не продлилась и одного вечера. Мне все равно, ты моя дочь, и я буду с тобой во всем». Мы сидели так еще некоторое время в тишине, наблюдая, как персонал убирает столы, выключает свет, разбирает все то, что с такой надеждой было собрано утром. Подошел мой сын Даниил. «Пап, я поговорил с управляющим. Мы можем остаться еще ненадолго или ехать». Я посмотрел на Дашу. «Что ты хочешь делать, дочка?» Она оглядела пустеющий зал, перевернутые стулья, тарелки с недоеденной едой, заброшенный торт.
«Я хочу уехать», — сказала она. «Я хочу уехать отсюда». «Куда ты хочешь поехать?» «К тебе домой, пап. Я хочу к тебе домой». От этих простых слов у меня защипало в глазах. Ко мне домой. В дом, где она выросла. В дом, где ее любила мать. В дом, где ей всегда будут рады. «Тогда поехали», — сказал я, поднимаясь. «Поехали домой». Даниил помог Даше встать. Ее подруга Света сняла с себя кардиган и накинула ей на плечи. Мы пошли к выходу все вместе. Даша шла в центре, окруженная своей семьей, своими подругами, людьми, которые действительно ее любили. На парковке еще стояли какие-то гости, переговаривались, наверняка обсуждая скандал. Увидев нас, некоторые опустили глаза. Даша шла с высоко поднятой головой. Она больше не плакала. Она выглядела уставшей, но сильной. Сильнее, чем я когда-либо думал. Мы подошли к моей старой машине. Даниил открыл пассажирскую дверь. Даша села, осторожно подбирая подолы своего белого, теперь уже запачканного платья. Я сел за руль, завел мотор. Мы выехали со стоянки. И пока я вел машину по ночным улицам Самары с дочерью, молча сидевшей рядом, я думал об одном. Иногда, чтобы спасти что-то по-настоящему важное, нужно сначала что-то разрушить. А важнее моей дочери для меня ничего не было. Все остальное могло гореть синим пламенем. Мы приехали домой около часа ночи, в тот самый дом, где Даша выросла, в дом, где мы с Розой вырастили 3 детей. Простая сталинка в тихом районе, 2 этажа, стены из красного кирпича, которые я сам красил лет 10 назад. Небольшой палисадник с лимонным деревом, которое посадила моя жена. Я припарковал свою старенькую «Ладу». Даша медленно выбралась из машины. Белое платье волочилось по асфальту. Теперь это было уже неважно. Платье, стоившее целое состояние, превратилось в грязную тряпку. Я открыл дверь квартиры, щелкнул выключателем. Все было по-старому. Гостиная с потертой мебелью, семейные фотографии на стенах, въевшийся в обои запах кофе и дерева. «Хочешь переодеться?» — спросил я Дашу. «Кажется, в твоей комнате мама оставила кое-какую одежду. Я там ничего не трогал». Она молча кивнула, поднялась по лестнице, медленно, устала, будто каждый шаг давался ей с трудом. Я остался внизу, пошел на кухню, поставил чайник. Достал из шкафчика корицу и банку с липовым цветом. Я заварю ей чай. Тот самый, который Роза всегда заваривала детям, когда они болели или расстраивались. Пока вода закипала, я сел за кухонный стол. Тот самый стол, за которым мы завтракали 30 лет, за которым дети делали уроки, за которым мы с Розой пили кофе по утрам, до того, как рак забрал ее у меня. У меня болели руки, болела спина, болело все. Не от физического напряжения, а от тяжести того, что произошло. От того, что я видел свою дочь уничтоженной. От того, что мне пришлось уничтожить ее свадьбу, чтобы спасти ее. Правильно ли я поступил? Этот вопрос снова и снова крутился в голове. Может, стоило поговорить с ней наедине, показать ей сообщение, дать ей самой принять решение. А потом я вспоминал эту фразу «жирная свинья». Вспоминал, как Роман унизил ее перед всеми, без тени сожаления. И я понимал, нет, я ни о чем не жалею. Этот человек не заслуживал ни такта,
нечастных разговоров. Он не заслуживал ничего. Чайник вскипел. Я налил 2 чашки. Поднялся наверх, стараясь не расплескать. Дверь в ее комнату была приоткрыта. Даша сидела на кровати, уже переодевшись в старый мамин халат. Свадебное платье лежало скомканной грудой на полу. Она смотрела в одну точку. «Вот, выпей», — сказал я, протягивая ей чашку. «Станет легче». Она взяла чашку, и ее пальцы слегка дрожали. Мы молчали. За окном шумел ночной город. «Я ведь даже не знала, что он так думает», — вдруг сказала она тихо. «Про вес. Я думала, это просто шутки. Он говорил, что заботится о моем здоровье. Советовал диеты, спортзал. Я записалась на фитнес, старалась меньше есть на ужин. Я думала, он просто хочет, чтобы я была лучше для него». Она усмехнулась, но в этой усмешке было столько боли, а он, оказывается, просто считал меня жирной свиньей. Я сел рядом на край кровати. «Он не стоит того, чтобы ты так себя терзала, дочка. Я знаю, пап. Умом я все понимаю, но в сердце такая пустота. Словно из меня вырвали кусок. Я ведь любила его. Или думала, что любила. Я так хотела верить в эту сказку. Свадьба, семья, дети. А оказалось, что все это ложь. И я сама была частью этой лжи, потому что закрывала на все глаза. Она поставила чашку на тумбочку. Что теперь скажет на работе, в школе? Все же знали, что я выхожу замуж, весь город будет судачить. Пусть судачат. Язык без костей. Главное, что ты свободна. Ты вырвалась из этого болота, пока оно не засосало тебя окончательно. Поверь мне, лучше пережить 1 день публичного позора, чем всю жизнь тихого домашнего ада. Я обнял ее за плечи. Она прижалась ко мне. «Спасибо, пап», — прошептала она. «Спасибо, что открыл мне глаза. Я была так слепа». «Все мы бываем слепы, когда дело касается тех, кого мы любим», — ответил я. На следующий день приехали ее подруги. Привезли ее любимый торт, включили какой-то старый фильм. Сидели с ней, болтали о пустяках, не давая ей погрузиться в пучину отчаяния. Вечером мы сели с ней вдвоем на кухне изучать семейный кодекс в интернете. Признание брака недействительным. Сложная процедура, но возможная. Обман, сокрытие информации, фиктивность намерений создать семью — все это было налицо. Через день она пошла к юристу. Потом подала заявление в суд. Это был долгий и мучительный процесс. Ей пришлось снова и снова переживать унижение, давать показания. Но она держалась. В ней проснулась какая-то стальная твердость, которой я раньше в ней не замечал. А я снова начал ходить в свой старый гараж. Деньги от продажи «Волги» ушли на свадьбу, которая превратилась в пепел. Но я нашел старые фотографии машины, повесил их на стену и начал копить на новую мечту. Прошло несколько месяцев. Суд признал брак недействительным. Будто его и не было. Будто Роман Вольский был просто дурным сном. О нем, кстати, ходили слухи, что его уволили с работы после скандала, и он уехал из Самары. Мне было все равно. Однажды вечером я сидел в гараже, перебирая старые инструменты. Дверь скрипнула, и вошла Даша. Она улыбалась той самой своей настоящей солнечной улыбкой, которую я не видел так давно. «Что делаешь, пап?» «Да так, порядок навожу». Она подошла, обняла меня. «Я тут подумала, может, вернем твою «Волгу»? Найдем ее, выкупим обратно. Я помогу, у меня есть сбережения.
Я посмотрел на свою дочь. В ее глазах больше не было боли. Была жизнь, была сила. «Не надо, дочка», — ответил я. «Та Волга свое отслужила. Она купила тебе свободу. А это бесценно». Она улыбнулась еще шире. «Тогда, может, начнем новый проект? Вместе». И я понял, что все сделал правильно. Я разрушил ее свадьбу, но спас ее жизнь. И теперь у нас впереди было что-то новое, что-то настоящее.